монумент солдату и матросу. Рядом идет строительство театра оперы и балета, набережная перекрыта. А вообще я хотела выйти вот на тот вот пирс, но не смогла пройти. Вышла на набережную. Морские прогулки стоят от 600 рублей. Большая 1200. Поэтому гуляю пешком. Гуляю по набережной, чувствую себя туристкой. Все зазывают, завлекают. А я прохожу мимо. Кстати, вы знаете, что вы там... На набережной есть ротонда, откуда открывается красивый вид на бухту. Башня ветров, построенная в середине 19 века для нужд морской библиотеки. Башня бывшей морской библиотеки. Памятник архитектуры. Ее строили по подобию Афинской башни. Памятник Ленину. И он там с левой стороны башня ветров. Вон там виднеется море. А впереди экскурсия, по-моему, их сегодня уже видела. Где-то, наверное, час назад. Рассказывай, куда мы едем. Мы едем на северную сторону. Зачем? Чтобы отдохнуть. И выпить кофе. Посмотреть виды. И просто выпить кофе, да. Да. А сколько мы плывем? Минут 15? 10? Все, мы уже приплыли на тот берег. Ура! Вот так выглядит катер. Проезд стоит 24 рубля, оплата наличными. Спасибо. Рассказывай, где мы. Куда ты меня привел? Сейчас мы находимся в парке Учкуевка. Это совсем новый парк, недавно построен и сделан. Тут очень уютно и комфортно. Красиво. Да, и есть такие штуки, где можно детские площадки различные, да, и есть Спортивные. скейтбординг, да, и очень интересная такая архитектура тут. Вообще этот Запах парк, такой, да? Да. И парк, он
очень современный, да, и я даже не думал, что тут есть такой парк, да, который... А еще я вижу море. Да, и еще рядышком находится пляж большой. Куда мы и идем. Так как диггеров я не нашла, решила пойти на платную экскурсию в музей подземный Севастополь. Вход стоит 300 рублей, фото и видео разрешается фотографировать без вспышки. Построен объект был еще в 1957 году, но, несмотря на это, является действующим объектом гражданской обороны. В этом наша уникальность. В 1953 году на часах было 23:53. В 1991 год окончания Холодной войны 23:43. За историю это самые маленькие цифры и показатели были. Связь до таких городов, как Ростов-на-Дону, по удаленности обеспечена. Посмотрите, а здесь у нас все необходимое, даже для проведения хирургической операции, наборы инструментов. Уже прошло 76 лет с окончания Второй мировой, но все это у нас находят под водой, под землей в очень большом количестве. На мониторе видно, как работают спасатели, нашли, вывезли на полигон, закопали, взорвали. Нижний ряд, самый правый, для раненого в голову бойца, с манжетами для обтурации. В зависимости от того, где вы находитесь, вы должны были бросить даже самые важные дела, прихватить только необходимые вещи и спуститься в бомбоубежище, чтобы прослушать инструктаж. Каждый гражданин или гражданка должны занять определенное ему место. Все укрывающиеся должны спокойно сидеть на своих местах. Только консервы и сухие пайки. Очень скудное питание, никакой столовой, кафе не было предусмотрено, пищеблока. Также дизель-генератор для выработки электричества в бомбоубежище. Он работал на топливе, которого было мало. Вот здесь люди отдыхали наверху, спальные места по одному человеку, а на лавочках сидели впятером. По вечерам здесь показывают фильмы, и можно будет вечером прийти и посмотреть по этому же билету. Сеанс в 6 и в 9 вечера. По моим ощущениям, во Владивостоке было интереснее. Оставлю ссылку на то видео. Вот такой экран. Пианино. Вот зрительный зал. Действующие камеры, можно наблюдать за городом в режиме реального времени. Все, экскурсия закончилась, длится она примерно 45 минут, плюс-минус. Все, и мы вышли в торговый центр.